Здравствуйте, уважаемые коллеги, студенты, ну, наверное, тут не только студенты, и аспиранты, наверное, магистранты, и просто интересующиеся, и преподаватели. Действительно, тема Юстиниана, она, с одной стороны, очень важна, а с другой стороны, необъятна. И необъятна она потому, что тот период, это VI век, Византийская империя, или империя Ромеев, как они сами себя называли, заложил вот этот период очень важные основы будущей цивилизации. То есть очень многое из того, что для нас сегодня кажется таким очевидным, естественным, само собой происходящим, в то время именно и создавалось. И более того, оно во многом создавалось благодаря инициативе, стремлениям самого Юстиниана, ну и его, конечно, окружения, потому что такие масштабные дела, которые делал Юстиниан, нельзя делать в одиночку. Ну, обо всем по порядку. Родился Юстиниан в провинции византийской, это на Балканах, современная Сербия. Вот. Родился он в семье латиноязычной, то есть это говорит о том, что он, конечно, получил наверняка хорошее образование, но он не был какого-то царского, императорского рода. Тем не менее, так получилось, что его дядя Юстин I, оказавшись на императорском престоле, передал свою власть своему племяннику. Имя Юстиниан это не по рождению, а Юстинианом его назвал Юстин, дядя, который его усыновил, изначально он имел имя Петр, а отец у него, отца звали Савватий. И вот получается Юстиниан Петр Савватий. Ну и еще по традиции императорской было четвертое имя Флавий. И так вот, когда полное его имя Флавий Петр Савватий Юстиниан. Оказавшись в столице, будущий император, я сказал, так сказать, владел латинским языком, но в столице он освоил греческий язык. Ну и вообще он еще за полгода практически до смерти Юстина I уже был, по сути, у руля империи, и поэтому многие премудрости придворной службы он освоил блестяще. И ему было характерно очень важное качество, он способен был, во-первых, быстро обучаться, а во-вторых, быстро реагировать на изменяющиеся обстоятельства. И, наверное, это сыграло очень важную роль в его дальнейшей деятельности. Ну, немножко о его внешности. Ну вот уже немножко полистали. Это солид времен Юстиниана, денежная такая монета. Вот, на нем представлен портрет Юстиниана. Конечно, мало что можно разобрать. Вот, но тем не менее можно представить, он в диадеме, в царских одеждах. А вот это отпечаток, форма, из которой штамповали солиды, но только не в самом Константинополе, а где-то в провинциях, потому что качество этой формы, видите, там кривые буквы, там кривые линии, это говорит о том, что это, так сказать, подделка, но тем не менее, видите, сколь значим был денежная единица Византийской империи времен Юстиниана, что ее даже с удовольствием подделали. Его нашли, вот этот вот штамп в Оренбургских степях, и хранится он сейчас в Саратовском музее. Ну вот по внешнему виду, вот профили с других денежных единиц того времени. Вот Юстиниан слева в начале своего правления, а потом, вот обратите внимание, все-таки как точно передавалась рука чеканщика, передавала черты профиля императора, и нос увеличенный, и уже, так сказать, сутулость передана. Вот таким он был на артефактах сохранившихся. А в описаниях историка Прокопия
говорится, что Юстиниан цвет лица имел светлый, волосы вьющиеся, заметные, проплешины, голова и усы начали рано сидеть. Видите, признак ранней седины, конечно, это очень большой напряженный труд человека. Ну, может быть, еще от каких-то генетических причин. Византийская империя времен Юстиниана была не в лучшем состоянии, ему она досталась, она практически была уже развалена. Ну, если в IV веке она там поделилась на две части, восточную и западную, то к концу V западная под давлением готов практически прекратила свое существование как государственная единица, держалась еще восточная, ну вот в таком усеченном виде она досталась Юстиниана. И Юстиниан для себя поставил целью воссоздать былое величие Римской империи. И, конечно, эта задача для того времени, особенно для того времени, была титаническая. И надо сказать, что многое ему удалось. Где-то дипломатия, где-то война. Допустим, с Востоком, с Персией были трудные отношения, конечно, но он с Персией договаривался путем выплаты дани. И, соответственно, у него развязывались у Юстиниана руки для активной военной деятельности на Западе. И в итоге он и Средиземноморье подчинил, и Балканский полуостров, и дошел практически, ну, вернул Италию, Рим в лоно Римской империи. Но всего этого могло бы, конечно, не быть, таких мощных достижений, если бы ему, ну вот, если бы он проявил некую такую, знаете, слабость в самом начале своего правления. Дело в том, что буквально в первые, значит, месяцы правления произошло восстание, которое называлось Ника. И это восстание было одним из очень таких сильных. Так что Юстиниан, молодой император, готов был уже оставить свой трон и спасаться бегством. Ему помогла его супруга. Вот. А его супруге, императрице Феодоре, разные, конечно, идут разговоры, вот, но реально это очень сильная женщина. Именно она убедила Юстиниана не бросать Константинополь. И слова были примерно ее такие, но она, конечно, чуть подольше говорила. Но она сказала своему мужу: нет лучше той одежды, чем царская парфира. Ну а смысл примерно в том, что даже если ты, мой муж, император, спасешься от смерти бегством, то потом, где-нибудь оказавшись уже совершенно не в императорском достоинстве, скорее всего, ты пожалеешь о том, что остался жив, и просто лишишь себя жизни. Вот такая была мудрая женщина. И вообще у них взаимоотношения были, как говорят историки, партнерские. Представляете, вот император такой сильный, талантливый, и супруга, которая стоила его. Хотя по происхождению она была дочерью там циркового артиста, там, и он ее, по сути, в жены взял со сцены. Но, тем не менее, это очень важный факт, очень интересный факт. Здесь вы видите мозаику, изображен император Юстиниан. Это мозаика VI века, то есть практически прижизненная, из храмов Равенна, в Равенне, это недалеко от Венеции, со свитой. Здесь и военачальники, и патриарх, и охрана. Ну а вот карта того, что было, и того, что стало. Вот. Ну, немножко цвета искажаются, ну, практически в 2 раза увеличилась Римская империя при Юстиниане. Ну, я думаю, вы увидите условное обозначение. Что делал Юстиниан и чем он нам особенно ценен, в том числе до сегодняшнего дня? В первую очередь его
величайшая заслуга как императора, помимо его военных достижений, это его законотворчество. И эта работа, она по сути была беспримерная. То есть, с одной стороны, он, благодаря участию, подобрал соответствующий штат людей, разбиравшихся в правовых вопросах, открыли большое количество древних законодательств, переписали их, сделали какие-то пометки, но этого было, конечно, мало. Помимо того, что Юстиниан как бы реанимировал к жизни, вернул более ранний период римского законодательства, он его стал продолжать. И наиболее интересная и значимая его такая правовая деятельность зафиксирована в его новеллах. Всего новелл им написано 173. Что такое новелла? Это как раз вот те законы, указы, уложения, которые он писал по мере возникновения вопросов при строительстве его империи. Не знаю, стоит ли подробнее об этом говорить. Кое-что мы еще коснемся в контексте темы нашей лекции, то есть то, что касается христианства и церкви. Реформы Юстиниана были во всех сферах практически, это и аграрная, и административная, и военная, но нас интересует в первую очередь его религиозная реформа, то есть то, что он делал по отношению к вопросам вероисповедания. И надо сказать, что здесь он выступал как великий стратег. Поставить задачу вернуть былое величие Римской империи, это раз, уже это смело. Провести целую серию удачных военных походов, не всегда они были удачные, и вернуть реально, Римскую империю в прежние границы, это тоже очень много сделано. Но как еще удержать, как эту Римскую империю, которая уже распадалась, снова сделать единым целым, единым государством? И здесь он сделал ставку в том числе и на единую веру, единую религию. Будучи сам крещенным христианином, он именно в христианстве увидел очень важную основу для строительства уже своей, по сути, новой Римской империи. И надо сказать, что он не ошибся, потому что христианство оказалось вполне достойным и способным выполнять те задачи, которые перед собой поставил Юстиниан. Вот здесь план центра Константинополя. Вот здесь видно ипподром, видно храмы. И вот восстание Ника, чуть-чуть вернемся, он подавил очень серьезным образом. От 25 до 40 тысяч человек было, по сути, умерщвлено в процессе подавления. И все они были умерщвлены в ипподроме, то есть его военачальник, когда он все-таки решил восстание подавить, оттеснили восставших, которые тоже были вооружены, в ипподром смогли их загнать, и там, по сути, их умертвили. Но Константинополь сгорел, на самом деле, и 5 недель, то есть 40 дней император Юстиниан, в общем-то, Константинополь лежал в сгоревший, по сути, очень много домов было уничтожено. Почему 40 дней? Потому что до 40-го дня, то есть очень много погибших, очень много трагедий, до 40-го дня считается, что активность не стоит проявлять. И вот, начиная с 41-го дня, заходят бригады по приказу императора и начинают восстанавливать город. И одним из очень важных восстановленных, а даже не восстановленных, а заново построенных объектов, это был храм Святой Софии. О нем мы поговорим чуть-чуть позже.
А вообще это тоже одно из величайших достижений его. И вот этот храм Святой Софии, вот, ну, если видно, рядом с ипподромом, был старый храм Святой Софии, который построен еще в IV веке Константином Великим, но он сгорел, восставший, так получилось, что он тоже был уничтожен. И, наверное, как говорят некоторые историки, возможно, по крайней мере, в память об этих больших жертвах, на которые был вынужден пойти император, до 40 тысяч погибших, Юстиниан и строил этот великий собор. Ну, немножко вернемся еще. Вот, религия, христианство, это стало одной из его важных опор. Но нужно было очень много преобразовать, потому что собой церковь представляла? Ведь в то время церковь, ну если по-современному говорить, даже не имела еще собственного юридического лица. Представляете, что такое? Вот, собрание людей, но не имеют ни юридического лица, толком собственность не могут подтвердить. Да, вот храм построен, а кому он принадлежит? Это очень серьезно все. Этого всего не было до Юстиниана. Юстиниан вводит вот эту вот подводит законодательную основу под существование христианской православной церкви, ну, ортодоксальной. Да? Тогда еще не было деления там, на католиков, на православных, протестантов, но тем не менее он был сторонник ортодоксальных взглядов, то есть православных, потому что уже при нем было и до него, и после него всегда были какие-то разномыслия, и ему в том числе активно приходилось бороться и с теми, кто, по сути, были еретиками для христианской церкви, или инакомыслящими. И вот церковное обустройство, как бы подчеркиваю, очень важно. Значит, церковь наделяется правом юридического лица. Церковные общины тоже юридического лица. Дальше, очень важный момент. Вот, допустим, человек умирает, ну, в наше время это обычная практика, там, и хочет пожертвовать свое имущество на какие-то благотворительные цели, допустим, на храм, на там, дом престарелых, там, еще куда-нибудь. Вот правом унаследовать от умершего имущества до Юстиниана было только государство, вот, практически, и общины городские. То есть все другие, то есть церковь не могла унаследовать, допустим, имущество человека, который хотел даже пожертвовать. Тут открываются эти врата для того, чтобы имущественная сторона деятельности церкви получила свою базу. Это тоже очень важно, потому что как вести какую-то существенную деятельность, большую деятельность, на которую и надежды Юстиниан полагал на церковь, но не имея этой экономической базы. Вот он это подводит. Дальше, что еще очень важно? Он регламентирует правила строительства храмов, учреждения монастырей. Он ставит, по сути, во главу угла деятельность местного епископа. Ну, то есть епископ – это высший чин церковной иерархии, который, по сути, определяет деятельность церкви в том или ином регионе. И вот до тех пор, пока не будет призван епископ, до тех пор, пока он не осветит крест на этом месте, не обсудит все вопросы с потенциальным жертвователем о будущем строении, и даже его содержание, это тоже все прописывал Юстиниан очень подробно, вплоть до того, что тот, кто строит храм, он должен потом позаботиться и о том, какие будут деньги выделяться на притч, то есть на духовенство, на лампады, на необходимые вещи, которые при богослужении, ну и на содержание, в конце концов, храма. Понимаете? То есть все очень точно, детально, ясным образом Юстиниан прописывал. Это тоже очень важно. Дальше. Он наделил правами, или даже, может быть, даже в большей степени возможностями епископов участвовать, по сути, в местном административном управлении. То есть епископы, по сути, в этих советах состояли местных, ну, тогда это по-другому называлось. И, по сути, Юстиниан мог спросить о состоянии дел в том или ином диоцезе, ну, это районы, области империи, с епископа, что там происходит.
может показаться, а почему такая ставка, да, вот на епископа, что это за, ну, может быть кто-то оболванил Юстиниана, там, та же Феодора, нет, она, так сказать, в этом смысле была не более религиозна, чем сам Юстиниан. Но ответ на самом деле существует, почему Юстиниан делал ставку на церковь даже в вопросах административного управления, допуская вот то, что сегодня критикуется, да, вот клерикализм, да, даже вот письма некоторые пишут, что вот как церковь допускают, значит, там, деятельность государства, какое она имеет отношение. А вот Юстиниан, великий, мудрый строитель большой империи, он понимал, что он делает. И что, вот по мнению немецкого правоведа XIX века, Рудольфа Йеринга, он считает, почему Юстиниан делал ставку на церковь. Множество религиозных институтов, цитата, упоминаемых в конституциях христианских императоров, чтобы убедиться, в какой мере христианство, как бы высоко или низко не оценивалось его нравственно обновляющее влияние на римский византийский мир, в одном направлении все-таки оказалось бесспорно облагораживающее влияние. В чем это облагораживание? Это именно есть возбуждение к благотворительности и гуманности. В Римской империи до христианской церкви не было никаких институтов, так условно говоря, или личностей великих, влиявших на ход истории и современников. Не было других институтов, которые говорили бы о благотворительности и гуманности. И только с христианством добродетель благотворения воспрянула на степень влиятельного социального фактора. И Юстиниан на это делал очень сильный упор. Представляете, не просто на силу оружия, да, силу оружия расширялись пределы, но как держать в единстве эту большую империю, причем очень разнородную по этническому составу. Этой добродетелью не только выпало прекрасное название смягчить бедственную участь целых классов населения, социальная задача, которую гражданский оборот, руководившийся простым эгоизмом, везде оставлял неразрешенной. Но вместе с тем всемирно-историческая миссия участвовать в труде насаждения христианской церкви путем доставления необходимых к тому экономических средств. Для того, чтобы сделать это возможным, христианство должно было одержать верх над эгоизмом в римском праве. И вождем этого движения, по сути, возглавил его сам император Юстиниан. Ну, думается, что мысль понятна и вполне она выглядит достоверно. Он очень много сделал для возвеличивания, ну, то, как мы называем сегодня, главных митрополитов. Это вот первый, это Папа Римский и восточные патриархи. Вот сегодня для нас кажется, вот Запад, по времени нормально, а то я не скажу, Запад олицетворяется престолом Папы Римского, вот, и на самом деле он не сам себя таким сделал, на самом деле, да, а это опять же его возвеличил Юстиниан, потому что присоединяя, возвращая в пределы ну, уже Ромейской империи, новой Римской империи западные земли, Италию, он возвеличил, конечно, кафедру римского епископа, называя его папой. А восточные епископы, главных столичных, там, Константинопольский, Антиохийский, Александрийский, Иерусалимский, их называли патриархами. Ну и сейчас их называют пентархия, то есть 5 патриархов главных, ну а вообще сейчас уже, по-моему, 15 уже православных патриархов, но это уже продолжение истории. Борьба с еретиками, я уже отмечал, имела тоже очень большое значение. И надо сказать, что вообще действительно многостороннейший человек Юстиниан. Он лично участвовал в богословских дискуссиях, собеседованиях и даже инициировал проведение одного из Вселенских соборов христианских в VI веке.
ну, для того, чтобы утвердить вот православное исповедание, так называемое халкидонское исповедание веры. Это речь идет о природах Иисуса Христа, о том, что у Христа две природы, а в то время были очень популярны монофизиты, то есть говорящие, что у Христа только одна божественная природа, а человеческой природы нет. И вот, казалось бы, такая мелочь, а она приводила к очень серьезным проблемам и разделениям. И в этом смысле император Юстиниан прилагал большие усилия, вплоть до созыва Пятого собора Вселенского, для того, чтобы утвердить православное исповедание веры. Также он боролся с оригенистами. Ну, может, кто-то из вас слышал, такой был тоже удивительнейший богослов. Он, ну, это был просто филологическим даром обладал, ну, несравненным. Он переписал Библию на 6 языках. Представляете, это было в III веке. Всю Библию, вот весь этот большой корпус текста, он переписал параллельно, причем на 6 языках. Это, конечно, ну, это одна из эпизодов. Но у него, он был очень большой философ, богослов, и о нем, о его учении были очень большие споры Оригена. И Юстиниан также включался в эту борьбу и постарался, ну, посчитал, что Ориген учил неправильно, хотя, скорее всего, речь шла только уже его духовных наследниках Оригена. Но, тем не менее, он был очень образованный, и поэтому здесь он выступал не просто как политик, но и как прекрасный богослов, который разбирается в предметах теологии. Очень важный момент храмостроительства. Да, вот это изображение Феодоры. Это тоже Равенна, храм, один из храмов Равенны, 6 век, прижизненная. Ну, вот императрица с окружением. Вот очень довольно достоверно и показана вот та обстановка, в которой жили византийские императоры. Но это уже начиная с Юстиниана. До него было гораздо скромнее. И вот тот храм, о котором мне хотелось сказать особенно, это храм Святой Софии. Это считается, вот знаете, вот мы говорим законодательство, да, но мы мало об этом сказали, хотя там можно говорить до бесконечности. Вообще римское право, о котором, ну, мы слышим, да, что это основа европейской цивилизации. Вот это то, что сделал Юстиниан не до него, не в Древнем Риме, а именно в раннее Средневековье Юстиниан сделал римское право основой европейской, ну то, что мы называем европейской современной цивилизации. Правовое общество, да, мы все до сих пор его строим, представляете, а Юстиниан уже в VI веке его, ну, по крайней мере, начал строить. Насколько ему удалось это в реальной жизни, ну, мы там не жили в то время. Трудно нам говорить об этом. Но храм Святой Софии – это не менее значимое достижение для человеческой цивилизации, для нашей, ну только уже ее культурной составляющей. Во-первых, это было самое громадное сооружение, которое, наверное, 1000 лет сохраняло пальму первенства с точки зрения размеров. А во-вторых, это было действительно место, куда кто знал о нем, всегда хотел попасть туда. Если помните повествование о князе Владимире, когда его послы выбирали веру, ну и князь Владимир в разные места посылал. И вот те послы, которые ездили в Константинополь, они как говорили, мы не знали, где мы стояли, когда на богослужении присутствовали патриаршем в Константинополе. Мы, говорит, не знали, где мы находимся, на земле или на небе. То есть нахождение в этом соборе, это было как будто бы нахождение в Царстве Небесном. Настолько колоссальное впечатление оказывал на них этот собор. Он лично руководил этим строительством. Да, у него были там Анфимий Истрал, Исидор. Анфимий, ладно, еще был архитектором, если так можно говорить. А, значит, Исидор это был вообще оптик. Но вот каждый из них свое что-то привнес, но Юстиниан даже в большей степени, потому что он, по сути, если днем где-то занимался царскими делами, то поначалу ходил по стройке.
И разговаривал, кстати, будучи столь великим по положению человеком, не стеснялся разговаривать с простыми рабочими, уточнять, все ли получается, где какие проблемы. Он значит, участвовал, по сути, в каждом этапе. То есть каждый кирпичик, каждый блок прошел через его руки, его душу. И действительно храм очень красивый получился. Ну, это современное фото. Понятно, что минаретов не было, да, это уже более поздний период. Не было и контрфорсов таких вот, ну, которые поддерживали стену. Дело в том, что в X веке, то есть через, сколько, получается, 4 века, было большое землетрясение, и купол главный обрушился. И поэтому, воссоздавая новый купол, то ли уже технологии те утратили, потому что плинфа для купола Святой Софии это была отдельная тема. Она, представьте, в 12 раз меньше плотность, чем у обычной плинфы. Ну, это кирпичные, глиняные, да? То есть стены, значит, из обычного глиняной плинфы ложили и раствором заливали бутовые слои. А чтобы свод диаметром 31 метр стоял, пришлось специально, первый раз вложить начали, значит, стал проседать, остановились. И специально было изобретено вот эта вот плинфа, ну то ли она там с золой, как-то еще что-то, выжигали как-то. Технология не сохранилась, в 12 раз легче. И это позволило создать в то время такой колоссальный громадный купол диаметром, повторюсь, 31 метр. Но землетрясение, значит, вот. И когда уже начали делать и восстанавливать этот купол, то почувствовали, что стены стали расходиться, разъезжаться. Видать, потяжелее была нагрузка больше. И поэтому добавили контрфорсы. Поэтому сейчас, конечно, храм Святой Софии таким, ну, горой, махиной, монолитом смотрится. Ну, тоже красиво, тоже мощно. Вот. Но, тем не менее, он немножко утратил свою изначальную экстерьер. А вот внутри более-менее все сохранилось. Вот. Конечно, вот эти вот круги на арабской вязи, это суры из Корана. Это уже, конечно, значит, мусульманское влияние, потому что сейчас это не православные храмы, даже не музей, а мечеть уже восстановили с 20 века Эрдоган, хотя было много возмущений. Но, тем не менее, мы видим это внутреннее пространство. Вот видите, с мелких деталей начнем. Колонны. Это колонны, которые были привезены из различных стран, с Сирии, с Египта, из полуразрушенных раскопок. Значит, и там это колонны из порфира, из египетских мраморов. То есть это очень интересные древние изделия, очень качественные. Ну и, конечно, не только чужим пользовались строители Юстиниана, но и сами прекрасно резали по камню, удивительные капители. Но самое главное, общее пространство. Вот обратите внимание, первое, вот такое ощущение, что как будто бы у этого здания нет колонн. Ну, если в обычный вот храм, когда заходишь, если кто был, значит, да, там обязательно колонны, несущие, значит, на ним там подпружные арки на колоннах, потом, значит, пояс, который основанием купола, свода является, и потом уже сам свод. Значит, это никак не денешься. А тут нету колонн, представляете, какое решение, как он стоит столько времени, уже 1500 лет. А оказывается, колонны есть, законы механики никто не отменял. И это все придумал Юстиниан со своими помощниками. Просто они скрыты. Стены, которые выложены между колоннами, они выложены в плоскости самих колонн. И таким образом что достигнуто? Вот эта кажущаяся легкость. Представляете, какая высокая эстетика в VI веке. Сейчас далеко не каждый архитектор так может мыслить. И вот это вот первый момент, да, то есть облегченность, массивность, высота, кстати, 55 метров, это тоже о чем-то говорит. А следующее, что очень важно, и что отличает от предыдущих построек Римской империи, это обилие света. Представляете, вот как они не побоялись сделать очень большое количество оконных проемов. Но здесь, к сожалению, не показан главный пояс световой. Это подкупольное пространство. Это здесь вот, это арка конхи, вот полуарка, значит, свод.
А в основании главного свода 40 окон. Вот 40 вот этих, значит, световых окон. Они не просто сделаны, представляете, насколько вот талантливо подходили. Они не просто сделаны окнами, а еще и подоконники выложены хорошо, очень отполированным мрамором белым. Что это давало? Это давало то, что свет, отражаясь от подоконника, то есть прямой свет из окна, его не так много, а вот отражаясь от подоконника, он высвечивал купол. Представляете, какая удивительная светотехника, какие технологии, по сути, были заложены в этом VI веке. Ну и, конечно, обилие золота. Обилие золота. Говорят, что Юстиниан хотел вообще все обложить золотом. Ну, чтобы вот эту показать невесомость, яркость. То есть вообще здесь, это по сути храм, это образ света, икона света. А Христос есть свет, да, то есть это не язычество, это все христианство. Итак, Христос говорил, я есть свет. И вот, Юстиниана, говорит, остановили придворные вельможи, сказали, что, знаешь, со временем таких богатых императоров не будут, и они придут, и все твое золото сдерут со стен, поэтому решили этого не делать, и только лишь мозаикой своды и верхние регистры с золотом, сусальное золото, мозаика золотая, было использовано. Ну, можно до бесконечности говорить, конечно, и рассказывать о том, что это был за храм, какая была церемония. Тут штат был почти 1000 человек, представляете? И Юстиниан построил храм, он, помните, я вам говорил, он обязывал всех храмостроителей еще и содержать штаты. Вот он содержал почти 1000 человек. Помимо священников, помимо, то есть, сами понимаете, нужно обслуживать это громадное здание. Но вот такой памятник он себе воздвиг, который не менее значим, я вам скажу, потому что это была первая купольная базилика. Ну, базилика это что такое? Прямоугольное здание, которое раньше использовалось, да, и оно обычно было двухскатным. Ну, просто, практично, все понятно, но не так выразительно. Базилика так не может светиться, внутреннее пространство. А ведь это уже место для моления, да, место для встречи человека с Богом. И вот сделал такую... И самая эта первая купольная базилика, и сразу она превзошла на все последующие века аналогичная. То есть он сразу сделал максимально возможное от такого типа архитектуры достиг. Поэтому, мне кажется, вы должны проникаться. Мне бы хотелось, чтобы вы прониклись этой идеей. Но и искусство церковное, не только архитектура развивалась в его период. Вот, пожалуйста, мозаики с Юстинианом и Феодорой вы видели. А это вот из того же храма Спаситель, мозаика, тоже обилие золота, четкий контур обозначен. Да, то есть все-таки, если мы посмотрим античные мозаики, там как-то все больше наиграно и статично. Здесь тоже статика, но здесь какое-то умиротворение присутствует. И величие и достоинство образа Спасителя. Декоративно-прикладное искусство. Ну, шедевр. Ну, кажется, тогда, вот вроде когда не понимаешь, о чем идет речь, кажется, ну что какая-то такая примитивность, но ведь какое сочетание цвета. Понимаете, это вот все золотой медальон Дмитрий Солунский, покровитель воинства, почитал его Юстиниан. Крест с инкрустациями, это тоже то время. То есть эти вещи сейчас бесценны. Лучшие музеи отдавали миллионы долларов 100-200 лет назад, чтобы получить такие артефакты. Ну, а более значимо это иконопись. Все-таки мозаика это более декоративная вещь, а вот иконы это то, что в доме у каждого верующего. И вот наиболее ранние иконы это VI век тоже. Ну, трудно сказать, почему не сохранились другие более ранние периоды. Но, по крайней мере, с VI века икона приобретает тот вид, который мы сегодня знаем. На протяжении вот этих уже 1500 лет после этого. Это серьги и вак. Спокойствие, значит, вот такое умиротворение, созерцательность. Это то, что отличает икону от других изображений. Это апостол Петр. Ну, еще, видите, присутствуют элементы античности. Вот, наверху медальоны Спаситель, Божия Матерь, Иоанн Богослов.
видите, юношей. Почему? Потому что Иоанн Богослов был самый молодой. Не написано, но по-другому, вот только так мы можем выяснить, кто это был, кто изображен. Образ Божьей Матери с младенцем, тоже, ну, на все времена христианские. Это вот 6 век, ну а впоследствии вот Богоматерь Владимирская, шедевр, который уже 11 века, и он пришел к нам, в Россию, в Москве, сейчас хранится в Третьяковской галерее, в храме, который построен специально для нее. Ну, а это образ Спасителя, который тоже с 6 века приобрел уже сформированные канонические черты. По-другому Спасителя мы практически не мыслим в иконографических изображениях. С одной стороны, некая статичность, такая монументальность античная, но вместе с тем и, опять же, вот созерцательность и определенная религиозная символика, благословляющая правая рука, левая рука держит Евангелие. А вот взгляд посмотрите, кажется, наверное, что-то закосило там, да, вот обратите мне на глаза. Есть такое, да? Ну вот, а это то, что уже относится к сакральности, к сакральному смыслу. То есть икона обязательно должна содержать какие-то сакральные элементы. Это то, о чем мы сказали. Христос имеет две природы. Одна природа божественная, и, соответственно, правый глаз чуть-чуть вверх смотрит. А вторая природа человеческая. Бога-человек Иисус Христос, и глаз чуть-чуть вниз смотрит. Хотя, конечно, некоторые искусствоведы, которые особенно не владели этой темой, они могли сказать, ну, художник, рука у него дрогнула. Техника. Да, техника плохая. Ну, а это триумф императора Юстиниана. Ну, если точно, это вообще на слоновой кости, это примерно чуть больше А3 размер. Вот такое, ну, сбоку это деталировка. То есть это вот диптих, так называемый, он должен быть триптихом. Но вот эта правая часть исчезла, поэтому он диптихом называется. Точно не написано, что это, нигде не написано, что это Юстиниан. Ну, по-другому не скажешь, потому что триумф, что такое триумф, да? Вот, каждый из нас бы с удовольствием хотел бы оказаться хотя бы на мгновение в этом положении, в этом состоянии. И вот то, о чем мы говорили кратко, здесь все зафиксировано. Обратите внимание, сверху Христос, но еще без бороды, кстати. Это первая половина 6 века, то есть это в молодости еще, он только вот первые его достижения были военные у Юстиниана. А Христос с бородой, он уже чуть-чуть позже появился, канон сформировался. То есть все это при жизни Юстиниана, он правил там почти 40 лет, и за это время столько произошло много. И то, что теперь как бы кодифицировано, что оно вот стало таким, как будто вот по-другому быть не может. Продолжим. Христос без бороды, ангелы, значит, крест, это символ его, что? Благословляющий Христос, благословляющий его императорское правление. Он сам на коне, но это признак, конечно, его начальник и тот, кто обладает властью, силой. Вот копье, он опирается на копье, а за копьем там прячется варвар в штанах, обратите внимание. Коленки полусогнутые, и рука поднятая, приветствует, да, то есть иноземцы приветствуют императора. Ну там фигурки вот, женщин, все, но это тоже повелитель, император же он всем обладает, в том числе и земными радостями. Слева, ну, скорее всего, это его дружинник, может, какой-нибудь Велизарий, там, или кто-то еще, или вообще образ собирательный. Ну, а внизу, вот помните образ, ко Христу идут волхвы с дарами, ну, а здесь с дарами идут варвары и туземцы, покоренные народы. Значит, справа, слева, ну, если мы смотрим, то слева, мы видим, что, опять же, варвары в брюках, ну, в штанах. Это, знаете, вот обратите внимание, Юстиниан, его дружина, вот в юбках, да, это вот был высокий стиль одежды, дресс-код такой. А в штанах ходили только вот варвары, так сказать. Да, и вот несут дары природы, плоды свои. А справа, если мы смотрим, видим людей восточного типа. Видите, да? Что у них в руках? Кости, чьи? Бивни, мамонта, да?
Тоже очень ценная вещь. Сама вот эта, даже этот диптих на слоновой кости, ну вообще самые лучшие произведения того времени, чеканные, резные точнее, они все из слоновой кости были. И вот восточные покоренные народы несут ему вот эти вот большие, крупные бивни, а может даже и мамонт, не только слоновый. Потому что такое дело. Ну вот крупным планом мозаика Юстиниана. И вот его девиз, которым, или его формула, которым он, на которую он опирался. Основное право – единое государство, единый закон, мы сказали, и единая религия. А я бы сказал больше, единая церковь, потому что он не просто какое-то мировоззрение формировал, а именно как религиозную структуру церковь, он с ней работал, не только с мировоззрением. Все, да? Да. Так что, не знаю, насколько мне удалось, конечно, касательно, но заинтересовать вас этой темой. Ну а сейчас, наверное, может быть время для вопросов, если они возникнут. Ребята, поблагодарим. Ну что, Юрий Александрович нам прочитал отличную, великолепную лекцию. Она, обратите внимание, касалась самых разных аспектов. Да? И вы по любому из них, я думаю, можете задать вопросы, потому что это не про историю на самом деле. Да? Если внимательно посмотреть, вы увидите современность и даже будущее. Вопросы? Представьте, пожалуйста. Меня зовут Алексей Нагаев, я первого курса, следующий вопрос. У меня вопрос по поводу становления как раз Папы Римского. То есть император Юстиниан, по сути, зародил нынешнюю католическую церковь и нынешнюю православную церковь. Правильно понимаю? То есть его епископы, которых он назначил, в будущем стали как раз вот этими великими людьми, которые сейчас почитают многие. Ну, если так и прозвучало в моих устах, что он назначал, нет, он не назначал, он возвеличивал кафедры. То есть у церкви свои каноны избрания. Да, в некоторых случаях он вмешивался в кадровую, как говорят, политику. Да? Ну, какой же политик, значит, этого соблазна не избегнет. Но все-таки назначение было, по крайней мере, римская кафедра точно он никого не назначал. Но он ее возвеличил. То есть он делал ставку на Папу Римского. Так что все его, так сказать, префекты юстиниановские, по сути, они должны были согласовывать с Папой Римским. И Папа Римский, как и прочие епископы, участвовали в государственных делах. И это впоследствии, конечно, перешло на то, что кафедра и, соответственно, лицо, занимающее римскую кафедру епископскую, ну, приподнялось он очень высоко. Так что, а вот он ли это зародил или не он, видите, вот даже в его время Юстиниана разделение, то есть Востока и Запада, православного, значит, Востока и западного, значит, христианства уже тоже намечалось. Именно по причине, вот то, что я сказал, халкидонские споры, монофизиты и халкидонцы. Значит, Запад категорически не принимал монофизитство, а на Востоке очень большая часть, вот, Египет, копты, там антиохийцы, многие принимали монофизитство, да, армяне. И поэтому Запад сразу открестился от них, от Востока монофизитского. Понимаете? Поэтому Юстиниан, по сути, тогда остановил этот процесс разделения Востока и Запада. Так что в этом смысле он на 500 лет его отодвинул, а не наоборот, его не инициировал. Нет, ни в коем случае. Спасибо. Вопрос? Совет Максим, а сколько лет после возвращения Рима в лоно Византии, после смерти Юстиниана, они смогли удержать Рим, и почему они его все-таки так долго не смогли найти? Ну, видите, вот церковь, конечно, у нее стабильные законы, стабильное положение и догматика, не изменяющаяся. А вот императорская власть, она всегда подвержена различным, во-первых, какой-то субъективный фактор, да, не все такие гении, не все такие таланты, а плюс еще и сама
Византия трещала иной раз по швам, значит, и здесь и сарацины, арабы, варвары, все это влияло. И в этом смысле, что отношение, так, сила имперского центра не всегда было такой. И поэтому удержать всю империю под своим контролем просто не удалось, и история пошла своими путями. То есть, по сути, все-таки разделение Востока и Запада, в смысле христианском, это во многом субъективные факторы играли роль. Нельзя сказать, что там вот в христианской догматике заложено это разделение. Все-таки это вот какая-то другая, это менталитет человеческий, наверное, работал. Поэтому, сколько лет до XI века? В XI веке разделение произошло окончательно. То есть взаимные проклятия, взаимное неприятие и, значит, конкретных исторических личностей церковных. И поэтому разделился Восток и Запад окончательно. Хотя, еще раз скажу, и в VI веке была опасность уже разделения, и в VIII веке, там, когда филиоквы ввели, так называемые, сейчас не буду подробнее говорить об этом. То есть вот из-за разницы в менталитетах этот процесс постоянно трещал по швам, к сожалению. В политическом смысле в течение 200 лет Восточной Римской империи утратила культурную талию. За исключением Юга. Еще вопросы? Владимир Александрович? Представлюсь, Родионов Владимир Александрович, директор Восточного института, у нас здесь в том числе наши студенты присутствуют. И два вопроса, один из них будет, наверное, такой восточный, да? Начну с первого, может, продолжение вопроса молодого человека о разделении, да? Мы знаем, да, что в те времена, во времена жизни Юстиниана и чуть раньше, монофизизм действительно пользовался большим авторитетом, популярностью, по-моему, император Анастасий склонялся к шествию, да? А почему все-таки Юстиниан выбрал именно православных, да, то есть халкидонцев, получается? Что им двигало? Больше какие-то именно теологические его соображения или политические расчеты больше? Тут надо смотреть вот эту пару Юстиниана и Феодора. Феодора благоволил монофизитам, Юстиан халкидонитам. Что это было? То ли они между собой так договорились, чтобы всех, потому что они поняли, что объединить трудно быстро, да? То хотя бы давай их держать вместе, ты этих по головке гладишь, а я этих буду. Может быть и это, я не знаю, может быть это и политический расчет, а может быть и личное убеждение, именно ортодоксальное убеждение. То есть вот не могу пока, лично я не уверен ни в том, ни в другом, что более вероятно. Кстати, я вот сейчас по ходу уже в нашем обсуждении такая гипотеза родилась, что как раз, может, политический расчет был в чем? Что присоединив Италию, да, действительно, уже папство во всем, да, господство, и которое осуждало монофизитов, действительно, их как раз легче было склеить, признав именно халкидонцев. Папа Римский, когда приехал к нему, и он говорит, а там монофизиты вовсю хозяйничали, благодаря Феодоре в Константинополе. И он сказал, Папа Римский воскликнул, при том, что, значит, он много получил добра от Юстиниана, тем не менее, говорит, я приехал в Константинополь увидеть христианнейшего императора, то есть православного, в смысле, халкидонца, а увидел, значит, еретика. Поэтому, да, западный епископ, он в этом смысле укорял Юстиниана за вот это вот, допущение монофизитов к патриаршему Константинопольской кафедре. Спасибо. И второй вопрос, я представил, с Востоком, таким дальним Востоком по отношению к Византии. Мы знаем, что одно из направлений, да, еретических направлений, которое в Византийской империи довольно активно было в свое время, несторианство, да, оно, будучи избранным, оно пустило довольно глубокие корни далеко на Востоке, и в частности вот, у кочевников Центральной Азии. Мы знаем, да, в том числе Сахалин в стране монголов, да, отдельные кочевые ханы, правители, они исповедовали несторианство. А почему именно несторианство? Почему монофизитство не стало вот таким миссионерски активным, да, вот? В чем причина именно? Здесь, наверное, похожая ситуация с арианством. То есть у арианства, это четвертый век, был харизматический лидер. И поэтому своей личностью он смог добиться распространения арианства. У несторианства вот этот Несторий,
Он тоже был очень харизматичным, и просто его пожалели, его там в кандалы не заковали, а отпустили. И он поэтому в Сытневе туда уехал, и там у него последователи появились. И я думаю, что в связи с этим. Личность. Да, а у Нафизитов это все-таки был коллективный такой, значит, ну, поддержка коллективная. И не так, видимо, это сильно получило распространение вот таких отдаленных земель. Все-таки это некое миссионерство было самого личного, история. Спасибо. 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 В завершение я хотел бы, наверное, вас призвать еще раз поблагодарить Юрия Александровича за прекрасную